Видите ли, каждый российский пропагандон, один учит Казахстан, другой Азербайджан, третий Грузию, четвертый Молдову. Этим они просто нам говорят о том, что вы никуда не сможете уходить. Вот Казахстан. Друзья, в Казахстане более 2000 русских школ. В Казахстане нет такого гражданина, который бы не владел русским языком. В Казахстане никогда не было ксенофобии, никогда не было русофобии. Мудрый, гостеприимный, трудолюбивый казахский народ всегда был гостеприимным, культурным, толерантным. Я много раз об этом говорил и рассказывал. Казахстан является второй родиной для представителей всех народов Советского Союза. Все депортированные народы, люди, все они считают Казахстан своей второй родиной. Простой казах, простой народ, каждый представитель казахского народа делился последним куском своего хлеба с представителями изгнанных, депортированных народов. У них у самих ничего не было. Как только большевики пришли к власти в начале 20-х годов, потом во время колхозного строительства, потом в начале 30-х годов и во время оккупации Казахстана, вот 4 раза они, большевики, с дашнаками вместе организовали в Казахстане голодомор. Дело дошло до того, что Казахстан потерял больше 50% своего населения от голода, от истребления, от уничтожения. Большевики с армяшками вместе грабили Казахстан вдоль и поперек. Увозили все. Уничтожали байские хозяйства в Казахстане. Индивидуальное хозяйство. Кого Ленин называл средняком. Кого он больше всех